подвальном помещении дома жительницы Камрата Раисы Муткоглы 2 года назад стала просачиваться вода из подземных источников. На сегодняшний день вода просачивается по всему участку домовладения. По этой причине хозяева не могут обработать свой приусадебный участок, а дом и вовсе разрушается от влаги. В погребе уровень воды превышает 30 сантиметров. Уважаемые телезрители, посмотрите, что творится в этом погребе. Я в резиновых сапогах, но дальше лезть не рискну, потому что мои сапоги наполнятся грунтовой водой. В течение 2 лет появилась вода в погребе более метра. Затем в комнате трещины, потолок трескается, в комнаты сырые и на потолках плесень и цвили. Дом внутри и тоже покрылся сыростью и появились трещины. Мы очень просим, чтобы нам помогли вывести как-то эти грунтовые воды. По словам примара, это не единственный случай в Камрате. В таком же состоянии находится еще 600 домовладений. Проблема требует немедленного разрешения. Это не единственная проблема в нашем городе. Таких проблем у нас около 600 домов затопленных и на протяжении 10 лет. В город качается вода каждый день по 2-3 тысячи кубических метров. В месяц это сотни тысяч кубов воды, а канализации города нет. Проблема начнет разрешаться с этого года. Мы уже делаем проект на коллектор, который у нас есть, напорный. С него начинается все. Потому что и следующий этап, мы уже делаем схему канализации нашего города. Схема это означает, что по схеме можно любой район, скажем, те районы Котовского, где находится улица Котовского, Московского, вот с тех районов начнем канализировать наш город. В аналогичном состоянии сегодня находится и часть микрорайона Туканяска. Единственный выход из данной ситуации, говорит примар, это реконструкция всех коллекторных и водоотводных сетей города. Местная власть планирует провести эти работы в течение 3 лет.